көрөр кебетінен, көрбетчен оқымылық надо. И мама одна нас воспитывает, и она работает, и она поддерживает, и мы маму тоже поддерживаем. Ну, я до 16 лет видел, да, а потом у меня вот в 2012 году случилось отслоение сетчатки, а потом я вот абсолютно ослепел. Вот minun on nähäkin jo ollut, ahton olorton on tuohtaa puolueen ja min on tokku dava satun, on kun tu jo baitakin ja hidjuttara, jetsaakka mi hidjutta. Полностью слепой. Вообще даже там проблески, да? Никакой реакции. Когда это происходило, что ты думал? Странно, я об этом никогда не думал. Даже не подозревал. Что ли? Или не ты подозревал, что это так жестоко будет, или жестко, темно, ты даже не представлял это? Даже не представлял, и никакой реакции не было. Мы же привыкшие люди, да? Потому что мы с рождения вот слабовидящие, слепые. Никакой разницы. On beli kalani tarbolla mama tu kena jani ingirno. Televizor korolaron bala. Televizor istolorun jan. On korolaron jevappen. On keni beli miittänan korobin etu olata tu идея мен хадерон куттана нирет. Научитесь зрячие люди воспринимать людей с ограниченными возможностями, как есть, как простых людей, самых обычных. Здоровые люди, так можно сказать, у них есть какой-то барьер, который мешает именно начать общаться с людьми с ограниченными возможностями. Они думают, что мы отсталые, но они привыкли уже между собой общаться. «17-й квартал». Первая выставка слепых «Я вижу сердцем» состоится 24, 25 и 26 ноября в 19:00 в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина. Будет проходить в современном выставочном зале, оснащенном мультимедийным и звуковым оборудованием. Ждем вас! Не пропусти первую выставку слепых «Я вижу сердцем». Центр незрячего массажа «Салгын». Всем привет! Вы смотрите 5-й выпуск проекта «Я вижу сердцем». И сегодня у нас участник Мичил Моисеев. Мичил, привет! Привет. Как дела? Нормально. Летнее настроение. Мы нарисовали картину 2 года назад. 2 целых года назад прошло. Время летит очень быстро. Так tahu iriyete bolay Külümnür serigir der yüreğim
таптау Түйілгеті болағын Кех солко Қатың чанақ жарағын О таптау Таридің дұғабын долгутан Анялым мені Көмігім аналым шегерем О таптау Таридің дұғабын долгутан Анялым мені Көмігім аналым шегерем Ейім Ирехтилинам Салама Огурун тиегим Уян Сирахил житин терден Иребы Мичил, ну что, рассказывай, как у тебя идет сейчас жизнь? Ну, я в этом году закончил учебу, Северо-Восточный федеральный университет, Институт языков и культур народов Северо-Востока Российской Федерации. Ну, еще раз планирую поступить, но пока не скажу. Бакалавра, а потом будет магистратура, если получится. Ага. Защитил диплом в ВКР, ну как все. Моя специальность – это руководитель этнокультурным центром. Ну, всякими вот музеями, театрами, ну вот так. Живопись тебе близка? Ну, близко, ну, я не разбираюсь. Ага. Угу. Что вы изучаете? Вот за 4 года что ты изучал? Что такое этническая культура? Ну, я изучал вот культуру народов, малочисленных народов Северо-Востока Российской Федерации, какая у них культура, чем они занимаются. Вот, история народов, вот, малочисленных народов России и вот, естественно, нашего вот якутского народа. Что еще, кроме учебы, чем ты еще занимаешься? Сколько тебе лет? Ну, много лет, а. Ну, мне... Картина в 2019. Ага. Тебе сколько? Мне 25 лет. Ага. Ну, кроме учебы, я люблю заниматься пением. И я вот в этом году, когда вот случилась пандемия, я вот много песен записывал. Ну, честно говоря, я не пишу, не сочиняю. Ну, от вот моих знакомых вот писателей, поэтов, мелодистов, с которыми я общаюсь, ихнюю песню. Недавно Пою. ты посвятил своей маме песню. Как она называется? Нет, это не моя песня, да? Ты ее исполнил? Мы с братом исполнили, да? Вот. Был же такой певец молодой, к сожалению, сейчас его нет в живых. Александр Самсонов Аивол, да? И у него вот такая песня была «Я махтал». И мы с братом вот в прошлом году выпустили эту песню и снимали вот, ну, любительский видеоклип. И... Очень много же отзывов получил этот клип в интернете. Мгм. Очень много было репостов, лайков, комментариев. Людям очень понравилась эта песня. И везде публиковали. О чем эта песня? Она на якутском языке. Ну, это посвящено мам. И как мы любим свою маму, вот, и как мы благодарны В этой к маме. песне отражались твои чувства к маме? Конечно. Та
иккен ыллабыттара. Этини болла жыңа эти караволлача кыдан. Давай бола кени убайын түктене ме ырыоңотторун бара. Аны чавын оңоттору кадием болла. Анта манна олорон үһүен олорон эреммит жа ыллаан көрдете. Убая аны болла ыллабыты каддера ыллаатары кибет. Ануха. Чайны мен ыллаан отен ыллаан көрү мисил детим. Ара мисил болла олак атындык тахарары бите. Онна чабиле хассыныгар барды бутуна иккен дуяттылары биттен. Коннерол ырга уста бар быппытынете Антон каян окия манна картыскаларда ытарын тухта ытарын мен биле ролик курдуган руам дебите. Оны мен наатин кайе диана батамын. На төнөчү. Ага. Жанна хебле биттер. Просто эрдеттен эпиттере мама тохнан ырылдык биттен оны фонограмматын заказтан оңтур биттера. Оны бурапын кыданын ылым дебите. Оны оллагана он же идея китбите, давай видео стоходен, потому что эрденник сохот. Олхен на месте мама рейнкельна ноте наха трогательный дихаду видео тахсан кельбите он это на мне Джондар наха вербиттере, келен мамата махтамта, он даже көмөң холлубуттен хонундар нүллести биттере, салалты түттен, он оттон Картыктаны болар энне күз көмө оңор хаджат беттен бәмді өребін. Онаттан әрі дағаны араға көмілерім болу hem bir. Көрөр кебетінен көрбетчен көмілер надо. У нас двое детей, да? Ну вот родных. Я вот старший и младший. И мама одна нас воспитывает, и она работает, и она поддерживает, и мы маму тоже поддерживаем, к сожалению. Вот 2 года назад нашего отца не стало. Он тоже, он был сердечником, инвалид 3-й группы. Вот, и мы благодарили свою маму. Вот. Как часто ты говоришь маме благодарность за то, что она вот посвящает свою жизнь вашему воспитанию? И, ну вот, наши мамы же это мамы, да? Все они хотят всего самого наилучшего нашим детям своим. Как часто ты говоришь? И все-таки был ли это способ сказать маме спасибо, потому что в обычной жизни мы это не говорим? Это правда? Правда. Честно говоря, да, правда. И мы не каждый день говорим, что спасибо, мама. Ну, в год 2-3 раза, наверное. Ну это же мало, да? Мало, конечно, ага. И как мама отреагировала на вот такой вот интересный же, креативный же подарок, да, от сыновей? Как вот она отреагировала? Ну, естественно, хорошо отреагировала и, конечно, радовалась. Вот. Она обрадовалась и гордится. Давай немножко зайдем в прошлое, да, в детство. Ты родился зрячим или не зрячим? Вот как обстояли дела в детстве? Ну, у меня было вот светоощущение, да, я немножко видел солнце, людей, да. Облики, да, какие-то? Облики и картины, цветы какие-то. Поэтому я знаю, могу, не сейчас, конечно, а раньше, конечно, различал, что такое вот черное, белое, зеленое, красное. Определенно, вот что поле это зеленое. Ты это ты сейчас помнишь? Помню. Ага. То есть... я до 16 лет видел, да, а потом у меня вот в 2012 году случилось отслоение сетчатки, а потом я вот абсолютно ослепел. Амбастан баши билбатам хап окене корбатен демен, оно ием көренеп битемига. Бу бир икки дарыс. Это бир дар сразу. Араха бу ол каддара быхлах, баран коддуру хатынада быхлах ден.
Бу кини бола олуньюа төрөбүтэ, онтон ол кини ием бола уже кулун тутарганя денеппите. Онто бе хайын киреммит көрдөрбүппүт, онно сразу манна кораккыптар, ол хаан деревине алырдакпытче. Онно ол түйетейгар уже көрбөттен, тууда каябаппыт, онын уже инвалидка таккыбыта болуттук түйетейгар. Мен боллагана онтон биле кыра деревине алырдакпытче, но туах эте, мага хинга хебеди сейдабыты, маны үлэхе туах. Ол хин кир үлэгадденнер, ол бирин толуан иннене үлэли кирбитим. Оно боллагана көрдөһөмүн жаахла ылың баалыста демен, онно хыджыбыта, огуду тиббите, онно. Вот мен ону наха кинне олу атын олортон онну туактаак болуйн демен, онну tokkуйдаа чачым, онну курдучу байтыгы хыджыбыттара, жетсаакка ми хыджыбыта. Онто манна каллакпытче кине алталаагар, хеттетин толуун иннене. Она дылы кине жаахла жетсаат хыджыбыта огуду. Олы хин боллааны били бәйtä огуду ахырга, онну таңнаргейн турган байту увераммите. Рома друг Мичила, и они вместе уже 13 лет. Познакомились? С 2007 года в школе познакомились. Не волнуйся. Расслабься. Ты сейчас, когда они включили камеру, вообще спокойно разговаривай. Потом, как начали такой тон, да, серьезно, ты начала уже как-то волноваться. Все, отпусти, все окей. С 2000 какого года? 2007 года. Вы дружите, познакомились в школе? Да, в школе познакомились. Что за школа? Школа-интернат для слепых и слабовидящих. Раньше была 3-4 вида, сейчас уже для слабослышащих. Слабослышащими уже объединились. Сколько тебе лет? 21. Где ты учишься? Сейчас в Курском музыкальном колледже для слепых и То есть в Курске есть школа специальная? Нет, колледж. Колледж музыкальный? Да. Там много студентов из наших учились. Там уже есть выпускники. То есть, получается, со всей России нашей приезжают туда, поступают, учатся? Да, со всей России. Курск, он же маленький город, небольшой, да? Не очень большой, меньше, чем Якутия. Ага. Или чем Якутск меньше, чем Якутск, наверное? Еще меньше? Чуть-чуть меньше. Какой ты курс? 4-й. И когда ты окончишь, кем ты будешь? Какая профессия? Ну, по профессии преподаватель. Преподаватель чего? Баяна. Баяна? А почему именно баян? Ну как, так получилось. Ты сам выбрал или... Сам выбрал, тоже помогли люди. Так, теперь расскажи. Ты полностью незрячий? Да, незрячий полностью с рождения. Сейчас ты полностью слепой? Полностью слепой. Вообще даже там проблески, да? Никакой реакции. Когда это происходило, что ты думал? Странно, я об этом никогда не думал. Даже не подозревала. Принимал, что ли? Или не ты подозревал, что это так жестоко будет, или жестко, темно, ты даже не представлял это? Даже не представлял, и никакой реакции не было. Что поменялось? Вот, ну, хотя у тебя постепенно же шло, да, к этому. Но сейчас ты же все равно, вот я тогда видел, сейчас я полностью незрячий. Что поменялось? Какое мироощущение? Вот как ты мир ощущаешь? Без разницы. Без разницы. Ну, я немножко видел, да, глазом. Но я все равно вот учился в школе этим специальным вот шрифтом Брайля. И ну, без разницы. Что такое шрифт Брайля? Это специально разработанный шрифт для незрячих. Он, получается, буквы, такие же буквы, как в русском алфавите, только каждая буква имеет определенный алгоритм точек. И вы прям пальцами чувствуете вот это вот мельчайшие точки и прям прочитываете, что да? Теперь люди просто некоторые-то не знают, что такое, что есть такое вообще. И они даже, наверное, не обращают внимания, когда надпись и там какие-то точки, или покупают лекарства, и там точки, да, то есть в деньгах бумажных там тоже есть точки. Честно говоря, я не вот различаю это. Ну,
деньги. Вот. Ну, есть какие-то точки, но мне почему-то не чувствуется. Я когда видел, да, немножко, я тоже писал по Брайлю, да, а не по зрячему. Мог читать такой большой вот плоскопечатный шрифт. Вот. Но писал все равно по Брайлю. Значит, я с 7 лет, наверное. И когда вот у тебя поставили диагноз, что ты тогда на тот момент думал? О чем ты думал? Ни о чем. Ты принял и все? Ну да. Ничего не заметил. Пусть, ну как бы идет, так идет. Ну, значит, да. так должно быть. Ну, мы же привыкшие люди, да? Потому что мы с рождения вот слабовидящие, слепые. Никакой разницы. А вы бы спросили, вот, которого вообще, ну, до 16 лет видел вообще здорового всё, да? человека, а этот человек бы, наверное... То есть, получается, с детства все равно потихоньку ты понимал, да, к чему придет, и вот ты Нет, чуть-чуть видишь. не понимал. Ну, а вообще, ни о чем не думал об этом. Туохта ден он улаханны туохта ден каябын ол ойдааппын ха просто манна калбиппитигер олон тиевиттерген ха комойбутум чоонна туохтяппын аны каятаамди огом булла жон туохта ден мен оны аймамматаамен чокоруч онна белемнем митим биле маннык деребина олорон он гуереммет оны бир итн коракко оскола бар хүден аны билерет меддеттен тоди такби деребнет тембир кысюреммита олихи манна калвиттен хогдук такаямын. Как ты, вот смотри, смотри, да, вот это вот самое, мы привыкли говорить смотри, то есть не глазами смотреть, да, а просто типа ситуацию спроектировать, да, поэтому иногда вот становится очень неудобно, когда вот, например, я не зрячий, говорю смотри. Нет. Я, например, мне без разницы, да. Вы же на это не обижаетесь? Ага, я не обижаюсь, и у нас тем более вот есть такая песня, наверное, вот народ знает. В 2016 году такой фильм вышел, Керель, про незрячего молодого человека. Приезжает в их деревню практикантка, ну, и они, ну, влюбляются. Ага. Ну, такой фильм, да, социальный, да. Там был саундтрек. И в этом саундтреке мы пели вот я, Роман Винокуров и Айлана Степанова. Мен көребін сүрекпенен. Я вижу сердцем. Ага. Поэтому, если не ошибаюсь, в 1992 году первым якутским алфавитом по шрифтам Брайля и вышла такая книга «Мен көребін сүрекпенен», тоже незрячего поэта, первого тифлопедагога и первого создателя вот якутского алфавита по шрифтам Брайля, Ивана Николаевича Егорова-Горного. И это стих наша вот учительница по музыке Татьяна Егоровна Неустроева писала вот такую песню, и мы вот пели. Ну, то есть я вижу сердцем, я вижу, смотри, это нормально. Нормально. Общаться с человеком, который не видит, это нормально. Нормально. Хадер мен керин оннук нахаул көрбөт темен каячым ва. Атак бола мен биле бастамын хайыр бар көрбөт көрөр ден тылы туттачым ва хаддар ха. Куттаначым оны кени туак теми тени тыйден.
Он были калани тарбола мама ту кнахджаны индирну. Телевизор королором была. Телевизор истолором ден. Ага. Он королором деваппен. Он кени были мигиттан көрөбүн эту олаты ту уйдия дем кадер он куттананы ирет. Ол эне ден көрөр ден тылы туттачмы кадер. Наха ону были атын туагара уратылак туагара курдук көрбөк кетен хостук тутан див курдук. Огдан бар мен хыз путум ден корол бун наха аян каспип. Апекайдан каспип ха. Ол хем боллагана билген кени коловра мешел курдук хатан хыджубат самостоятельно бетен каяммат. Он хызпуппун мен. Были кыра эрдан оскола сразу берен каспатак пин койкаңдылы чагыду олок көрбөт этекене. Мешел бола кырат хырда тарета болла де били мен лампа вотнин. Ол хен иня деммен боллана олок көрбөт деммен били делбе. Бе махатани койкаңдылы. Он уйтени наха каян каспип. Он нуккыны вактарната дивне. Были оскола тугу иддирин туа кайрин килнер бартын хеп кетелдер бите. Наха хитурдук бегат были бебедда болу маген диди. Оны билинге төрөптөр хөбүлабаттар быйлак дияны кайдара. Жабылы огобутум мөгөрөн кынарын. Он кыны вакканада дияны кайдара. Научитесь, зрячие люди, воспринимать людей с ограниченными возможностями, как есть, как простых людей, самых обычных, хороших или плохих, но обычных. Мы все люди обычные очень. И не надо никаких ставить рамок, да? Да. В общении. Мы ни от кого не зависим. Мы любим, извините, то, что вы любите. То же самое. То же самое. Вот зрячий человек любит музыку. И мы любим музыку. Зрячий человек играет на гитаре. И незрячие тоже могут играть на гитаре. Еще лучше, наверное, даже. Ну, как обычно. Может быть, кому-то лучше. А кому-то не очень, да? У всех разные мнения. Но бывает, что всем бывает лучше. Но мы как обычные люди. Мне кажется, что из-за того, что здоровые люди, так можно сказать, у них есть какой-то барьер, который мешает именно начать общаться с людьми с ограниченными возможностями. Они думают, что мы отсталые. Но они привыкли уже между собой общаться, а наше общество, они очень мало делают мероприятий, которые совмещены с здоровыми людьми. У нас все у себя, со своими, поэтому так и мы не умеем с ними общаться, и они не умеют с нами общаться. Но есть и исключения, которые вот здоровый человек общается с человеком с ограниченными возможностями здоровья наравне. То есть он не думает, что у него там какие-то недостатки, у него рук нет, ног нет, или незрячий, или слабослышащий, глухой. Он думает, что он такой же, как и он, и мыслит так же, как и он, и человек такой же, как и он. И общаются так без проблем. Но некоторые с этим барьером не могут справиться. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я занимаюсь развитием оздоровительного центра незрячего массажа «Салгын». «Салгын» – это первый в Якутске массажный центр с незрячими мастерами. Мы помогаем людям восстановить и укрепить здоровье, избавиться от боли и психологических зажимов. Меняем поток энергии, позволяющий человеку быть в ресурсном и активном состоянии. У нашей команды очень важные ценности. Это полезность. Мы оздоровляем население с помощью массажа по доступным ценам. И социальная помощь. Мы предоставляем трудовые места людям с ограниченными возможностями.
Наше главное преимущество – это усиленное осязание. Наши мастера лучше зрячего чувствуют анатомию пациента и посвящают свою жизнь лечебному массажу. Это превращает их особенность в несравненный навык. И теперь вы понимаете, что попасть к незрячему мастеру – это огромное счастье. Незрячие люди мудрые, глубокие и сильные по духу, обладатели огромной жизненной энергии. Мы будем рады видеть вас по адресу 203 микрорайон, 20 корпус. Отдельный вход со стороны Зеленого луга. Вот смотри, мы сидим, такое поле, да? Сегодня солнечный день, такое облачное небо, облака плывут, машкара вокруг нас, картина рядом, я с тобой сижу, Борис. Ты этого всего не видишь. Как ты сейчас ощущаешь Но это зато место? я ощущаю, да? Как? Опиши мне, как? Но солнце светит, да? Мы сидим на траве, и рядом надо мной стоит вот... Ты можешь даже... Ты моя картина, вот стоит. Вот поле, Я ты вижу. это чувствуешь, насколько оно большое? Немножко чувствую. Ты насколько чувствуешь солнце? Вот тепло оно нам светит в спину, да? Ну, чувствую, конечно. Вот Мичил, вот сегодня мы разговаривали, он когда-то, до 16 лет, он видел образы, он видел цвета, он запомнил, как небо, вон поле зеленое, да? У тебя, получается, вообще вот ты уже пришел в этот мир, не видев цвета. Ну да, типа того. Как ты адаптируешься в этом мире? Как ты его ощущаешь? Ну, самое главное это со своим слухом. Слух больше помогает и обоняние, слух, ощущение. Что мой голос говорит тебе? Ты же четко его слышишь больше, чем кто-либо другой. Почему я тебе этот вопрос задаю? Я тебе сформирую, да? Иннокентий Павлович, он меня чисто по голосу определил мой рост, вес, цвет волос, глаза. Такие феноменальные люди бывают, но я не могу определить по голосу, какой рост, какой цвет волос. Ну, потому что Иннокентий Павлович, он видел тоже до 5 лет, и у него сформировалось, да, какой-то Ну, визуал. А людей ты можешь почувствовать настроение? Бывает иногда. А как это приходит? Вот он может типа не разговаривать с тобой, но ты чувствуешь его настроение. Больше, наверное, чувствую по голосу. Чисто по голосу ты выявляешь настроение, И да? иногда бывает по походке. А что именно походка делает? Как ключи ставит на стол. То есть вообще ходит. мелкие звуки, которые он издает, да? Ну да. Я же говорю, больше слух помогает. А потом идут обоняние, ощущения. А тактильное как у тебя? Ну, тактильное тоже. Самое главное тоже после слуха. А как вообще происходит учеба? Вот ты Брауля алфавит тоже читаешь? Да. Как вот проходит учебу? Книги вы читаете, музыкальную историю, там? По Брайлю бывают тоже специальные ноты. Всякие разные ноты, знаки, нотные всякие. Нас этому учат, конечно же, обязательно. Ну что, давай перейдем к нашей картине. Наша картина создана 2 года тому назад, она очень интересная, я тебе напомню, ты это прекрасно тоже знаешь. У нас очень ярко насыщенный красный фон. И ты это не выбрал, это ты специально этот цвет и сделал такое небо. Сверху идет очень маленькая, мы еще процентную ставку брали. Сколько она будет, ты мне показывал, сколько вот совсем полосочкой, да, такой маленькой, сверху голубое яркое небо. Желто-яркое солнце и снизу луна маленького размера. 2 ворона летят в левую сторону,
снизу забор, река, Мгм. дом, Помню. яблоня с одной яблокой большим. И Мгм. на заборе 3 воробья сидят. Мгм. Недавно я осознала, что эта картина Мгм. что-то мне напоминает. Ну да, ты позвонила и мне я, сказала. я тебе позвонила, потому что я вообще в шоке была. Я выглядываю на улицу, сидя 1 месяц в заперти с ребенком, Мгм. и не могла выйти с ним гулять, потому что невозможно было дышать. У нас запах, то есть дыма, задымленность была выше в 200 раз нормы. Норма это, скажем, до 50. У нас было выше 2000, вы только представьте, это невозможно было находиться. И тогда, когда солнце светит через густой дым, она превращается в желтый цвет, а дым превращается в красный. И я вспомнила эту картину, я потому что забыла, она лежала, и сейчас я вижу, ты вангуешь? Нет, нет, это совпадение, да? Но я бы не хотел бы, что в нашей природе, именно нашей вот республике и родине такая беда случилась. Откуда этот красный цвет пошел? Почему ты выбрал красный? Почему такой яркий? Мы же это все обсуждали. Мы обсуждали, какой взять цвет. Ярко-красный, темно-бордовый. Но ты выбрал ярко-красный, насыщенно-красный. Почему? Я, в общем, люблю этот красный цвет, и мне вот в памяти остались, например, белый цвет, да? Угу. Красный, Угу. желтый, голубой и черный, естественно. То есть ты впечатлил те цвета, которые ты запомнил. И я когда вот любил, когда я вот немножко видел. Ты вангуешь. Нет, я не вангую, это совпадение. Я никогда в жизни ничего такого не видел. Но это мое воображение, да, так скажем. То есть это совпадение любимых цветов. Совпадение любимых цветов и моей мечты. Опиши свою картину. Что ты в ней изобразил? Ну, это моя мечта. Я хочу в таком частном доме жить. Каждое утро вот птицы пели бы. И, ну, так скажем, наслаждался по полной вот, в жизнью. В картине изображена твоя мечта. Угу. Здесь маленький частный домик с одним окошком. Угу. Рядом растет яблоня. Угу. И сверху вот такой вот забор в проекции, как будто с высоты. Угу. Ты же так изобразил? Угу. И на нем сидят 3 воробья. И 2 ворона улетают от дома в другую сторону. Кто такие? Почему здесь вороны? Потому что якутским вот поверьем, да? Ну, опасно для людей. Вороны? Ага. То есть вороны не должны быть возле дома. Ага. Но они улетают от твоего дома. И почему Луна расположена рядом с Солнцем снизу? Ну, когда я видел, да? Когда я вот... Когда ночью вот из друзей, из родственников, я вот когда вижу, и мне каждый раз вот Луна как будто мне провожает, да? Как будто мне, ну, со мной идет, да? Угу. Поэтому, наверное, так. Вот скажи, ты живешь в социальном доме. Каким способом, откуда этот социальный дом появляется? Но это, ну да, это социальный дом, да? Но этот дом, ну как обычные квартиры, да? Мы живем как обычные люди. Но этот дом государственный.
То есть государство, есть какая-то поддержка, есть поддержка, Мгм. и они выделяют людям с ограниченными возможностями жить временно или постоянно. Ну, это, ага, ну, временно, ну и, ну, постоянно, когда, если ты, мгм. Ты, например, этот дом не продаешь, Собственность это, ага, не твоя собственность, да? ага. То есть это Ну, собственность как бы мне дали, да, Ага. но это не моя собственность. То есть ты живешь до того момента, пока ты жив, Ну, скажем так, ага. а потом он переходит другим. Мгм. И то есть на время твоей жизни у тебя есть крыша над головой, но никак ты свою собственность не можешь сделать. Ага, ну, я хочу менять свой дом, но пока не планирую, да. Если получится, случится через 10 лет, Какую всю установку? жизнь, да, сидеть в одном доме, да, и в одной квартире, это, я думаю, как-то Интересно. неинтересно. Ага. Папа битистен каябытаһы маннык жебары биттен биһиги болла деревина баран хайылааччыбыт уруппала маннык квартал голордак битённа туага да хуа условия хуа гыты уолаттар каннада тахжы таккыбаттарын ори мен жоннорун бааллар онна бараммыт хайылы баран калааччыбыт onu barbıppıtıgar ol papa bit zubonna bit dokumentler barten ije baran kalbıppın hogurduk kayatlar onu oşarak koturallara bit sosyalne gabar hajjipar onu davay dokumentler italuogus jenjo onu italan aga yakkonu kehinen onu oşarak koturbuta onu bir iki du qastora hukuppup onu sarazu bili köhünüger ki kelen tuqatanılın den bu jega oşarak kelle den onun bihi olur kinler onluk böyle sosyalne ministerstvet onluk jebir bitigar to bihi maktal bumuruluk bulladı. Itu olattar orobna ulapptara onno böyle hüdderga padies bitihe bitun u onno kotottu hatar tahar papulak bitja. Olin orobna olkem ngemisel uonalta haastar bitbitter. Misel bätä propiskala постоянно bihi bollana bihi propiskala vattar. Kini khabir bitter olin kene tuoqta propiskala. Ana bili hogo toogin bauskalarin o dieduskalarin divkudolrodor kajasta ballar. On yksi imbelitter ol imbelitoolaq yıllar. Bu manna pandusta on vollaan bu korbettorga jenite tuo hurtalavtar pilitkalar ballar. Taktilne pilitkalar jenna. Ты учишься в институте неадаптированным под людей с ограниченными возможностями. Сейчас ты хочешь поступить в магистратуру. Ты хочешь именно жить не в окружении людей ограниченными возможностями. Ты же выбрал обычный институт. Нет, надеюсь, таких институтов не будут появляться, да, вот на нашем мире. И так вот такие школы есть, да, специальные коррекционные школы. Но мы же тоже люди, и мы хотим тоже вот как обычные люди учиться, работать, жить, как они. Ну, я думаю, мы ничем не различаемся. Oi, onnahan on kullahan baitega me qayabatun oloidaapan he men basta kurska ta bele kinni katta tebstang ueram mitim ja chaqchu ueram mitim. Jawol angliskay bittien ol qannigara dalganskay tuara ostorial onen bartna ambiretimche biteher bem ogoduk tang ueran ser kudu antanu je ikkas kurstan beta qayabata. Улахан гол ми улахан гон каяба болбута баста курска баса годгол ровно баттыгар каярат бере нантугатан онтун көрө мантын көрө. Что на личном плане, в любовном, на личном отношении между мужчиной и женщиной? Ну, пока не знаю, пока. Ты свободный. Рано. Об этом. У тебя сердце свободное. Ага. Ты никого не любишь. Пока нет. Не состоишь в отношениях. Ага. Ты мне рассказывал о том, что во время СССР пары, когда один из
пары, человек незрячий, и очень много было свадьб и браков зрячих. Ну, я точно не знаю, да? Их не было только много в СССР. таких. А сейчас тоже вот такие люди, конечно же, есть. Ну, можно, да. Какая разница? Если человек, ну, самостоятелен, да, если он, не знаю, я не вижу, я ничего не умею, вот такие люди, наверное, ну, сидят. Если ты не стремишься, вот. Скажи мне, пожалуйста, как в Очень институте студенты... Ну, то есть, получается, сейчас тоже есть такие пары, браки, когда один зрячий, один незрячий. Мгм. Есть, но их меньше стало. Я не знаю, по крайней мере, я не могу сказать, меньше стало, больше стало. Окей. Я не слежу, вот. А ты бы хотел себе жену, да? Ну, вначале девушку. Ой, я не знаю. Я не знаю, об этом пока не думал. Ага. Окей. Если придет, то придет. Мгм. Но если тебе девушка понравилась, ты будешь первый шаг делать или будешь ждать? Не знаю, не могу ответить. А Ну, в посмотрим. институте как обстоят дела? Вот ты в своем курсе единственный человек с Мгм. ограниченными возможностями. Мгм. Как они к тебе относятся? Ну, если честно говоря, раньше вот чуть посложнее были, да, какие-то отношения, и недопонимания были. То А есть потом, вначале они не приняли тебя, да? ага, потом вот Со временем. со временем уже изменилось. А что им мешало тебя сразу принять? Ой, я не знаю. Я думаю, они не видели вот таких людей И в какой-то жизни. блок идет, да? Ага, и потом, наверное, привыкли. И только когда привыкаешь, ты Ага, открываешь. и, наверное, человеку, осознали, да? что... Такой же ладно. человек, как я. Ага, И с ним можно общаться, да? ага. А почему вот такие блоки стоят у людей? Если человек немножко отличается от меня, почему у меня начинается какая-то типа защита, да? Почему? Странно же, нет? Ну, странно, ага. Ну, я тоже таких много видел, но... Скажи мне, сообщество незрячих сильное сообщество? Конечно. Сколько человек в Якутске? Ой, я, честно говоря, не Вы знаю. дружные? Конечно, дружные. Все друг друга очень поддерживаете, да? Ну, если какие-то... Ну, случается какая-то беда, ну, конечно. Мы друг друга общаемся, поэтому друг друга поддерживаем. Например, вот мои друзья будут вечером меня поддерживать, поэтому я заранее вот благодарен своим друзьям, которые как я. Мечил Моисеев 9 класс көрінердіғана бе жүгіске көрікка студияры бұппыт, вокалға өретер. Олонна кені маматын күттекелен бұл бе земляк бұт, білсек бұтын нада дейіндер иетін күттекелендерін беға студиярны білсі біттірі. Ол видеоматериал тоқ бар-барды беға бар. Онна кенеттен землягын боларын бұғытына мен кені поддержкылыбын. Кені мал жағартын түріттәқ, мен юлбачантын түріттәқпін. Онна Ekken hanabet bu bevit duyduğut artistlerin ekken ha öbülüt onun kinderlerin jonga sergiye tarih biten var bir onluk sanalak bit. Onatın miçillin elbakır yanor buput elbak konsertlerge katınlar bitim studiya zapistanar процесстарын записта бит onu озвучкалан bu ыры хайдан олан таққарын ете кене товархен романы кітті уступит. А я Митила раньше знала как певец, как солист группы Керель. И тогда я подумала, что он такой скромный, тихий и хорошо поет. Мы познакомились в 2019 году в одном из мероприятий, в этом закрытии «Белой трости». И там он выступал, и там мы хорошо знакомились. А он, оказывается, такой веселый, любит читать, очень любит читать книги, хорошо поет, очень любит музыку, песни разные
У него, кажется, такая коллекция. Ну, в общем, он очень открытый человек такой и честный. Хорошее качество, он такой. С Мичилой мы познакомились в 2014 году, в январе месяце, когда я пришел в школу для слабовидящих, и уже, получается, 7 лет дружим. Мы дружим с самого детства. Что тебе вот прям как в человеке, в Чили, вот как в друге нравится? Какие качества? Мичил он не бросит в трудные минуты, конечно, как друг. Позитивный очень парень. Еще много рассказал бы, конечно. Ну, рассказывай что-то. Вы вместе всяких занятий ходили в школе. Всяких воспоминаний много, хороших. Вы в прошлом... Всегда настроение поднимает. Друг другу поднимаете настроение? Да. Да больше всего он поднимает настроение, чем я. Ну, я просто слышала, когда вы в комнате сидели, вы друг друга били или что это? Такие звуки типа... Стороны, это у нас такая привычка такая. Вы прямо так вот себя друг друга выпасите, что ли? Ну, это очень странно, извините, конечно. Ну нет, почему? Мне кажется, многие парни так делают. Типа, приколы, да, такие свои? Немногие парни, конечно, кто-то обижается, конечно. Мен кенеха на кихилисыгын нахтиганыбын. Хайдары на бартын өйдер күрдік, онна бұқылыры мен антонға кәлем мен проблема күрдік, мейін көрірі болу дейін дағаныр бұла күрдігір. Хайдары на бұрыт утары бар хатыр, нар бардығыр. Аны мен қалыры сәмелі тақпинайын бардын өпке ылыныр, өргеммет. Хайдары бартын сөпке толқуйдан ұрытан хаңарыр хайдағары. Аны хоры-хорықтарды видео көрбітшөнлер ола құлаған кей күрдік саңарыр дейлер. Деген аттан әнек дұрубелардан қачықтағы олар хорықтар өйдерінен кірдік мемелтақ болалар. Бұл случайға мечел олық тағынан төбеті күскілілер, ханырыме күстәқ, оны тулалыр егені кітті себәхі хорық жонлардағыр бұдан туғары себәсті қырдық, мен кірдік бұны. Оның бұл туғары олықаны өттен таланнақ, оны наға сөректәқ кейден көребін сәнілі. Мичил для меня он лучший друг, к которому можно всегда обратиться за советом, за помощью и за поддержкой. Я хочу пожелать зрителям, чтобы вы были сильными и верили в добро. Борты дойдуга жон барты бир болуқтақ. Кенлер ол имбелит, көрір көрбөт, тағытчы таланнақ ден бұл баққа бары биддер, оны өйді қанады. Онына бәй-бәйгі сығын әме бардығар үшігер өттінен болуқтақ. Онына бары дұровай бұл. Мен хаонну уерхан багай дихана бапын хэ, то дета котон багарон ас бутун болу, оли хин не диханырым болу билигин хэ. Багаров кредакторына на хаонну кая бататма. Аддыгаротто биле мандыктен кайыбын элбак багайон төрөтөн баран олорор үшөй болу диханыбын хэ, бирөттүнөн. Онтон химбира бышнай туактар куддукар. Химбира оннук наха оннук ырахан багай мияка демин каябаппын. Маннык доробияларынан каччактагы оголору туактаганы атын биле доробай оголортон туары көрбөк хогуддук биле бең төрөппү тоголорун буллажы. Аны туактаганы туга хуготтон иитен тахары кахеп тиханыбын. Туактаганы улахан Отон мен бэм ханамын хэ. Отон хорог жоннор багна ырхан гылыналлары болу. Мен биле улатыннар тамын токи кенен хин каябы битяныбын биле коюп кагын. Это бу 2 жыл эре боллади папа туак болбута наунды лебеге иккен улатыннар тамы
Огурду көрөттен истеттен олурдак. Эта жонкыннак битче. Онан боллагана олдору бияларына качыктак оголурдак жоннор ханагатын түһөрмөн. Эге оголоргу тим биратын оголор кытта теңнер, окуттук көрөн улатын наттык битчяны. Расскажи свой посыл картины и что ты хочешь сказать нашим зрителям, которые вот сегодня, сейчас смотрят или слушают. Посмотрите наши вот картины, наши вот старания, которые вот мы 5 людей, 5 незрячих людей, мы вам показали, что мы ощущаем в мире. И я думаю, народ хорошо примет. И я желаю им хорошего здоровья, удачи в жизненном пути. И всего хорошего. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война — дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через 2 на ней цветы и трава, через 3 она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война — дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через 2 на ней цветы и трава, через 3 она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать с молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет», он не помнит ни чинов, ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленной звездой по имени Солнце.